Казань – одна из наиболее удобных и привлекательных международных площадок сегодня уже во всем мире и тем более на всем постсоветском пространстве. Для участников Евразийского межправительственного совета это уже свершившийся факт. Казань не только древняя столица Татарстана и один из красивейших городов России, третья столица, спортивная столица, город с богатым культурным наследием, солидным экономическим потенциалом. Продолжать можно долго. Казань и Татарстан – уникальный пример того, как в мире и согласии на протяжении веков живут люди разных национальностей, вероисповеданий и традиций. Это место силы и центр притяжения. Причем как для Европы, так и для Азии. Так уж сложилось исторически, мы стоим на слиянии рек, на пересечении торговых путей. Поэтому даже с точки зрения логистики в Казань удобно добираться всем главам правительств Евразийского совета. Поэтому где как не в Казани говорить о мире и сотрудничестве, делиться идеями и строить перспективные планы. И уж тем более Казань подходит как важнейшая переговорная площадка, особенно когда нужно срочно затушить пожар войны. Так уж совпало, что во время проведения заседания ЕАЭС вспыхнул вооруженный конфликт на границе Кыргызстана и Таджикистана. Главы правительств этих государств встретились в Казани и обсудили пути урегулирования конфликтной ситуации. Эту ситуацию обсудили с уважаемым премьер-министром Республики Таджикистан Кахир Расулзадай. Выразили готовность ее урегулирования мирным путем посредством политико-дипломатических переговоров. Кыргызская сторона в положительном ключе отмечает достигнутую договоренности о прекращении огня и дальнейшего продолжения конструктивных переговоров. Увы, мы сейчас живем в период обострения конфликтов, в период, когда политические споры, политическая борьба, пусть даже внутри стран, напрямую влияют на внешнюю политику. Россия это прочувствовала как никто другой, когда так называемые западные партнеры ввели против нас экономические санкции под различными надуманными предлогами, руководствуясь на самом деле внутриполитическими причинами или целью ослабить нашу страну. В такой обстановке, как сказал на заседании Совета премьер-министр России Михаил Мишустин, нужно еще больше развивать сотрудничество во всем евразийском пространстве. Чем сильнее Запад давит санкциями, тем активнее перемещать людей и товары между ближайшими соседями. Примеры такого взаимовыгодного сотрудничества есть и сейчас. Уже действует единое для ЕАЭС, кроме Казахстана, мобильное приложение с результатами теста на коронавирус. К концу года начнется обмен кредитными историями граждан, а через 5 лет будет создана единая космическая система. Евразийский экономический союз – это сильная организация, которая всегда открыта для сотрудничества. Наш союз должен стать основным связующим звеном в построении большого евразийского партнерства. Какой бы ни была ситуация на мировой арене, углублять контакты с ближайшими партнерами. Имея в виду прежде всего сотрудничество независимых государств, Шанхайскую организацию сотрудничества, БРИКС. Тема пандемии – одна из центральных на заседании Совета. На фоне, когда третья волна накрывает всю Европу, нужно постараться избежать негативных последствий для экономики. Помочь в этом могут эффективные, признанные специалистами вакцины, разработанные в России. Спрос на них большой во всех государствах пятерки. Это кроме России, Белоруссии, Казахстан, Киргизия и Армения. Также доверяют российской вакцине и в других государствах СНГ, о чем было заявлено на Совете, в том же Узбекистане и Таджикистане. Массовая вакцинация может и должна стать решающим фактором восстановления экономик в странах ЕАЭС. И мы верим, что так и будет, говорили участники заседания. Поэтому уже сейчас нужно думать о том, как укреплять кооперационные связи и налаживать авиа- и ЖД-сообщения. Казахстан заинтересован в развитии многих таких проектов, которые связывают наши страны, увеличивают экономический потенциал регионов, заверил руководитель правительства Казахстана Аскар Мамин. Через территорию республики пройдет значительная часть международного транспортного коридора Европа-Западный Китай. Частью этого мегапроекта является и трасса М-12, которая уже реализуется в России, в том числе в Татарстане. Старт этому стратегическому проекту, напомним, дал Михаил Мишустин во время визита в Алабугу. Наверняка в кулуарах и на закрытых для СМИ встречах обсуждали и эту тему. Тем более, что вместе с Мишустиным в Казань приехал и наш земляк, вице-премьер Марат Хуснуллин. Марат Шакирзянович, как известно, курирует в федеральном правительстве вопросы строительства и инфраструктурного развития. В знакомой Казани с коллегами из родной республики обсудили многие насущные вопросы по текущим и стратегическим проектам. Давайте сфотографируемся. Состоялась и личная встреча Михаила Мишустина и Рустама Минниханова. Президент Татарстана доложил об эпидемиологической ситуации в республике. Она, в принципе, стабильная, но нужно активнее работать над увеличением числа вакцинируемых жителей, признал Минниханов.
Что касается экономики, то здесь ситуация выправляется после пандемии. Восстанавливаются машиностроение и нефтехимия, в полном объеме выплачиваются социальные выплаты, реализуются масштабные инвестиционные проекты на Нижнекамск нефтехимии, в Алабуге и Иннополисе. После заседания в Казанской ратуше его участники могли подробнее познакомиться с экономическим потенциалом Татарстана. Для них была организована экскурсия в Международный выставочный центр «Казань-Экспо». Гости воочию увидели новые лимузины «Аурус», которые производятся на особой зоне Алабуга. Познакомились с премиальной версией вертолета «Ансат», грузовиками и электробусами от КАМАЗа и другой продукцией. Гости остались довольны, ведь они провели насыщенные несколько дней в Казани, тем более столица Татарстана снова порадовала гостеприимством и высоким уровнем проведения международного события. Традиционное русское, татарское гостеприимство и высокий уровень организации нашего мероприятия. Тимур Бекмурзин, 7 дней.